В Чувашском государственном театре юного зрителя состоялся театрализованный концерт «Счастливого пути» в честь столетия со дня рождения заслуженного работника культуры РСФСР, заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР Зои Ердыковой. Это был по-настоящему приятный, теплый вечер воспоминаний о человеке, женщине, актрисе, режиссере, педагоге, руководителе творческого коллектива. Среди гостей в зале – ученики и коллеги Зои Дмитриевны, те, кто отдал много лет сил и любви театральному искусству Чувашии, а также почитатели ее таланта. Зоя Ердыкова четверть века возглавляла Чувашский театр юного зрителя в качестве главного режиссера и директора. Она с самого начала создавала притязи чувашскую труппу, искала одаренных молодых людей. Она же целеустремленная, одержимая была. И так как в эти рамки не вмещалась ее талант, она решила учиться на режиссера. Она поехала и выучилась на режиссера. И прекрасные спектакли ставила она и на чувашской сцене. Вот там она начинала. А потом, когда дали вот это поручение, партийное задание заново, чтобы задышал театр юного зрителя, и она здесь показала как главный режиссер, как директор театра долгое время, как переводчица и так далее. Но действительно, это уникальная личность. На праздничном вечере ученики и коллеги рассказывали об удивительной атмосфере, которую могла создать вокруг себя режиссер-педагог. Она была для них и наставницей, и матерью, поэтому ее все любят и помнят. Своими воспоминаниями поделился и народный артист Чувашии Василий Павлов. Вот однажды тоже вот так они меня пригласили в кабинет. Они сидели с драматургом Николаем Терентьевым. Что-то рассматривают, расспрашивают, говорят, подними-ка волосы, наверх, что ты, говорит, с челкой ходишь? Ну и к чему этот разговор? Оказывается, они готовили тогда вот к постановке пьесу Николая Терентьева «Разбитая любовь», и они как бы ориентировались дать мне роль поэта Евгения Ларина. Но потом мне эту роль дали, спектакль мы выпустили, я играл эту роль. Но жизнь, конечно, была связана вплотную. Каждый день встречались, каждый день общались. Это уникальный человек, своеобразный человек. Это, я же говорю, нам была она как мать. В результате у зрителей сложился стройный рассказ о жизни и творчестве уникальной личности. Учитесь старательно, уважайте свои молодые годы, не разменивайтесь по пустякам, живите с чистой мечтой, приносите пользу своим трудом. Только тогда поймете, что вы счастливы. Счастливого вам пути. Именно так напутствовала своих учеников Зоя Ердыкова. Елена Яковлева, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.